Доброе утро, дорогая республика! На календаре 13 августа, долгожданная пятница. И сегодня это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что у вас есть уникальная возможность принять участие здесь и сейчас. Для этого вы можете написать нам свои сообщения на номер телефона, который вы видите прямо сейчас на своих экранах. Это 8 914 2 73 44 88. Отправляйте свои утренние пожелания, вопросы, возможно. А может быть, вы просто хотите пожелать доброе утро своим близким. Пользуйтесь случаем, у вас есть на это время. Также напоминаем вам о том, что у нас есть рабочий Инстаграм, куда вы можете отправить также свои пожелания, вопросы, возможно, фотографии, предложения, либо вы захотите, может, стать участником нашего эфира. Пишите все вот туда, на Инстаграм-страничку. И, конечно же, будьте активнее, создавайте утреннее настроение, утренние эфиры вместе с нами. А также, если вдруг вы пропустили эфир, все эфиры у нас выкладываются на нашем YouTube-канале. Ну, позвольте проанонсировать, что ждет нас сегодня в течение всего нашего эфира. Обязательно сегодня мы узнаем, какими датами был знаменателен сегодняшний день. Также поговорим о том, что стало известно о вакцине «Спутник Ви». Обязательно поговорим о том, что... Гости обязательно у нас, конечно же, будут интересные. Закончим эфир мы обязательно музыкой живой на крыше. И узнаем сегодня, каким гастрономическим брендом удивили якутские шеф-повара искушенную московскую публику. Все это будет обязательно в нашем эфире сегодня. Ну а начнем, как обычно, мы с погоды. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 13 градусов. В заречной группе 18-12 градусов тепла. В южных районах 12-8 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе 16-11. В Нижнеленских 12-11 градусов тепла. В западных районах 15 градусов. В Колымо-Индигирской группе улусов 15-10. В Янских районах плюс 13, плюс 11. На северо-западе 11-8 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Дым. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха достигнет отметки плюс 28 градусов. С обзором событий в мире, стране и регионы наш новостной обозреватель Надежда Асаханская. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 46 миллиардов рублей на осуществление дальнейших специальных социальных выплат медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом. Средства поступят из резервного фонда правительства Российской Федерации, обеспечив выплаты до ноября 2021 года. Размер доплаты зависит от фактически отработанных нормативных смен, во время которых медработники контактировали с пациентами с ковидом. Напомним, доплаты медработникам, находящимся в непосредственном контакте с пациентами с коронавирусом, были введены в России в апреле 2020 года. В октябре того же года они были заменены специальными ежемесячными социальными выплатами, установленными до 31 декабря 2021 года. Правительство России направит еще более 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий. Эта сумма – нераспределенные средства федерального бюджета, предусмотренные в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предоставляется гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. Ранее власти проиндексировали сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Теперь она составляет 929 рублей на одного человека в месяц.
По данным обзора состояния водных объектов на реках Вилюй и Яна, уровни воды отмечаются ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство, а на реке Лена в пределах Ленского и Центрального районов продолжается подъем уровня воды. В ближайшие сутки-двое повышение уровня воды продолжится. На остальных реках республики наблюдаются спады уровней воды с различной интенсивностью, которые сохраняются до конца текущей недели. Также ниже проектной отметки уровень воды отмечается на реке Индигирка у гидропоста Уснера. Напомним, что судоходство неблагоприятно на участках рек, где уровень воды достиг или ниже проектных отметок. Экоактивисты Удачного провели субботник на берегу реки Сытыкан. Организовал акцию экологический центр «Алроса». На призыв экологов откликнулись жители Удачного. К ним присоединились и волонтеры. В прибрежной зоне реки собрали мусор, после экоактивисты его отсортировали. Найденные пластик и алюминиевые банки собраны и переданы на переработку. Другой мусор отправится на полигон для захоронения. Активисты вывезли 3 крупных мешка с пластиком и около 300 килограммов твердых коммунальных отходов. Помощь также оказали Удачнинская горно-обогатительная фабрика и другие предприятия города. Когда мы назначили день проведения экологической акции, участников нам не хватало, потому что территория была очень загрязнена. Хорошо, что на просьбу нашу откликнулись жители города, предприятия города и волонтеры-школьники. Спасибо всем, конечно, хочется выразить за неравнодушие, активное участие. Надеемся, что эта акция была не только по очистке берега реки от мусора, но и воспитанию экологической культуры подрастающего поколения. К этому часу все. Хорошего дня! Конечно же, главные новости на сегодняшний день – это сводки с лесных пожаров. И мы все следим за тем, что происходит сегодня в республике. Переживаем и, конечно же, гордимся теми людьми, которые сегодня на круглые сутки находятся на тушении пожаров. Ну а творческие люди особо тонко реагируют на то, что происходит сегодня у нас в республике. Сегодня мы расскажем о молодом продюсере-музыканте Василии Кузьмине, который написал песню на тему лесных пожаров. Написал он ее на английском языке и разместил на своей инстаграм-странице. Пост получил большой отклик среди подписчиков музыканта. И действительно, вот сейчас, дорогие телезрители, вы видите тот самый клип, который создал Василий. Очень трогательно. И действительно, творческие люди тоже вносят вот такой вклад в борьбу с лесными пожарами. 1.5 million hectares burn down in a fire, and what will happen next? Save Yakutia. 1.5 million hectares burn down in a fire. Save Yakutia. Save Yakutia. Действительно, хотелось бы вот процитировать, да, «Save Якутия». В переводе с английского это означает «давайте же спасем нашу Якутию». И, конечно, мы все переживаем, мы все очень сопереживаем, мы все вместе. И, надеюсь, конечно же, мы все дружно, всей республикой победим вот эту самую огненную стихию. Ну а продолжит наш эфир, конечно же, старая добрая традиция – утренняя зарядка. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, и я фитнес-тренер клуба «Стафит». Сегодня у нас будет зарядка с моими помощницами. Ну что, поехали? Начинаем сверху, идем и идем к низу. Девочки начали. Повороты. 2, 3, 4, 5. Крутим. 1, 2, 3, 4, 5. Плечевой сустав вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Назад. 1, 2, 3, 4, 5. Локтевой вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Назад. 1, 2, 3, 4, 5. Кистью лучевой. 1, 2, 3, 4, 5. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Таз крутим. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Коленки, коленный сустав. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4,
5. Ножки. Раз, два, три, четыре, пять. Другая сторона. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Упражнение 1. Девочки, змейка, ручки, ножки. Второй раз. Полностью ложимся. Ноги к рукам. Правильно, встали. Еще раз. Последний подход. Полностью легли. И встали. Упражнение номер 2. Девочки, медведь. Ходьба на руках и ногах полностью. Передвигаемся. Следующее упражнение называется Супермен. Давайте. Поехали, девочки. Раз, два. В этом упражнении обязательно ноги и руки у нас должны быть прямыми. 3, 4, 5. Все, закончили. Следующее упражнение у нас приседания в паре. Ноги на ширине плеч. Отводим таз назад. Девочки, раз. Поехали. Поддерживаем друг друга, держась за руки. Да. 2. Спинка прямая. 3. 4. И последнее 5. Все, закончили. Следующее упражнение у нас выпад назад. Держимся за ручки, да. Поддерживаем друг друга и начали. Отводим ножку. Раз, два. Ножки крест-накрест. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, молодцы, закончили. Следующее упражнение называется стульчик. Имитация, как вы сидите на стуле. Девочки, присели, пожалуйста. Ножки вместе. И в таком положении сидим 30 секунд. И на этом мы сегодня закончили. И всем отличного дня! Мы благодарим нашего тренера Александру Васильеву за то, что на протяжении всей недели она практически заставляла, наверное, многих телезрителей подниматься с утра пораньше и заниматься физической нагрузкой. Ну и всех спортсменов и любителей спорта сегодня мы спешим поздравить с наступающим Днем физкультурника. Этот день отмечается у нас ежегодно во вторую субботу августа и призван пропагандировать, конечно же, здоровый образ жизни и массовые спортивные мероприятия. Сегодня наш утренний гость Иннокентий Григорьев, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Иннокентий Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно же, вам первое слово. Поздравьте всех людей, приобщенных к спорту, с этим замечательным днем. Спасибо. Ну, действительно, завтра вся страна будет отмечать День физкультурника в нашей стране. Эта традиция у нас заложилась еще с 1939 года прошлого века. Ну, как бы сказали, он призван призвать под свои ряды подрастающее поколение, старшее поколение, ну, всех, кто неравнодушен к своему здоровью, развитию физической культуры и спорта в стране. В этом году наша республика отмечает 45-летие триумфальной победы наших борцов Романа Дмитриева, Павла Пенигина, Александра Иванова в Монреальской Олимпиаде 1972 года. Ну и наш День физкультурника посвящен как раз этой дате. В этот день вся страна, весь мир узнал о том, что есть маленькая Якутия, где воспитывается, подготавливается спортсмены высокого разряда, олимпийские чемпионы, призеры. Но я думаю, считаю, это было вот триумфальное выступление учеников Дмитрия Петровича Коркина. Я думаю, сегодня отрадно, что я поздравлю всех наших работников отрасли, это начиная инструкторов дошкольных образовательных учреждений, учителей физкультуры, тренеров, своих коллег, руководителей, организаторов спорта, ну и самое главное, наших ветеранов, олимпийцев. Пожелать им крепкого здоровья, вы несете добро и здоровье в каждую семью, каждому человеку. Вы своим подвигом, своим трудом, своими выступлениями успешными также развиваете физическую культуру и спорт, несете добро людям.
Иннокентий Поэтому Юрьевич, крепкого спасибо. здоровья всем. Спасибо большое. Вот подскажите, пожалуйста, а будут ли какие-то массовые мероприятия, потому что все-таки в связи с обстановкой в республике на Да, к сегодняшний день? сожалению, с объявлением чрезвычайной ситуации регионального характера мы вынуждены были вчера издать приказ об отмене всех физкультурно-спортивных оздоровительных мероприятий до введения нормального режима. Поэтому все, конечно, наши те планы, опять-таки, скажем, отложены на неопределенный срок. Это проведение якутского полумарафона, который должен был состояться завтра, проведение многих спортивных мероприятий оздоровительных. Ну, онлайн-мероприятия, конечно, останутся. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди активно не занимались в этот, когда очень большой смог, очень большая нагрузка на дыхательные органы, на органы обоняния, глаза и так далее. Поэтому надо, если есть желание заниматься, то можно заниматься упражнениями на гибкость, на развитие суставов и так далее. Вот более такие щадящие, такие органы дыхания. То есть выбегать, конечно, на улицу сейчас уже прям опасно для здоровья, да? Да, я думаю, это будет лишнее. Конечно. Но, а если сказать в целом вообще, насколько якутяне вообще приобщены к спорту и увеличивается ли количество вот именно якутян, которые регулярно занимаются спортом? И есть ли у нас какие-то потребности вот именно, может быть, в кадрах, в спортивных объектах? Ну, вопрос такой очень интересный, насущный, скажем, потому что президент страны Владимир Владимирович Путин обозначил очень сильные индикаторы. Это к 2024 году 55% россиян должны заниматься физической культурой и спортом систематически. А к 2030 году этот индикатор должен достигнуть цифры 70%. 70%. Это очень глобально, поэтому по стране работает национальный проект в рамках проекта «Демография, спорт, нормы жизни», который призван создать условия для занятий физической культурой и спортом. Ну, проект у нас в республике развивается очень удачно. Строим спортивные объекты, развиваем инфраструктуру. Ну а якутяне тоже хорошо занимаются физической культурой и спортом. У нас, например, 3 муниципальных района уже перешагнули за 50% барьер. Это Намский, Усалданский и Горный район, которые имеют уже 58% систематически занимающихся. Тут ежегодно, конечно, у нас увеличивается, примерно прирост идет на 20-25 тысяч человек. В этом году, по статданным, у нас занимается 396 327 человек. Вот такая Это цифра, да? 43,5% населения нашей республики. Вот так. То есть практически половина населения республики у нас приобщены к спорту. Практически к этому рубежу идем, но вы правильно заметили, есть, конечно, потребности в спортивных объектах. Особенно это видно на примере города Якутска, хотя мы вроде бы видим, что много спортивных объектов, крупных объектов тем более, но тем не менее, учитывая количество жителей города Якутска, обеспеченные спортивными объектами у нас составляет всего на 18,2%. Это, конечно, ничтожно мало, поэтому мы пытаемся строить спортивные объекты в городе Якутске, ну и в целом по республике. Многие наши зрители, конечно же, находятся в предвкушении Паралимпийских игр, и все мы переживаем за наших якутянок. Где сейчас они находятся, чем занимаются, можете нам рассказать немножечко? Да, действительно, мы все вот буквально на днях завершили наблюдать за триумфальным выступлением, я, наверное, так сказал, наших российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио. И сразу за ними начинаются Паралимпийские игры. Наши олимпийцы в Токио выступили очень удачно, я считаю, вот завоевали очень много наград, 71 медаль, 20 из них золотых. Я думаю, это вот лучший показатель за последние Олимпийские игры. Ну а Паралимпийские игры мы тоже ожидаем, пройдут очень удачно для нашей страны. Надеемся, очень удачно выступят наши паралимпийки. Правильно вы сказали, Степанида Артахинова, стрельба из лука, она сегодня тренируется в Владивостоке, уже находится в составе сборной страны. Проходят учебно-тренировочные мероприятия. Анастасия Дедорова у нас находится в Южно-Сахалинске. Они тоже проходят в составе плавательной сборной страны тренировочные мероприятия. Алена Дмитриева находится в городе Лексино. Это сборная команда страны по волейболу сидя. Тоже готовится к выступлению в Токио. В целом, конечно, мы очень надеемся, что наши девочки выступят и завоюют медали. Будем за них очень болеть.
Да, действительно, мы переживаем, мы болеем уже прямо сейчас, даже несмотря на то, что до Паралимпийских игр еще есть достаточно много времени, но даже вот за подготовкой, за тем, как девочки готовятся, следят многие якутяне. И мы обязательно осветим эту тему у нас в эфирах. Да, мы по 24 августа будем смотреть за торжественным открытием Паралимпийских игр. Ну, мы, конечно же, знаем, что мир спорта также не прошел мимо лесных пожаров, и многие спортсмены сейчас находятся на тушении. И, конечно, мы благодарим всех и поздравляем всех с наступающим Днем физкультурника. Спасибо вам, и мы желаем вам доброго дня. Спасибо. А какие даты и события отмечаются сегодня, 13 августа, мы узнаем прямо сейчас. На календаре 13 августа. В этот день отмечают День бифштекса из вырезки, День шумящих ракушек, День встреч. Также сегодня отмечают Международный день левши. Международный день левши отмечается во всем мире ежегодно 13 августа. Это день, когда леворукие представители человечества активно привлекают внимание остального общества людей, чтобы повысить степень комфорта для таких, как они. По народному календарю в эту дату чтут память святого Евдокима Каппадокианина, покровителя дома и семьи. На Руси в этот день люди заготавливали и ремонтировали сельскохозяйственные инструменты, главным из которых считали барану. К этому сроку поспевает репа. Ее употребляли в сыром виде и готовят традиционные блюда – пироги, каши и квас. Сильный ветер в этот день предрекает снежную зиму. События в этот день. Американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. В 1907 году в Нью-Йорке выпущено первое такси. Французский врач Один объявил о том, что он первый в мире выделил вирус рака. В 1913 году в этот день в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь. В этот день было начало битвы Красной Армии за Варшаву, известная также как «Чудо на Висле». В этот день в Риме Маркони провел первое испытание коротковолнового радио. В 2002 году в Москве представлен уникальный прибор, позволяющий проводить операцию на сердце без его остановки. В этот день родились Юрий Лисянский, русский мореплаватель и путешественник. Владимир Адоевский, русский писатель-прозаик, родился в 1803 году. Жорж Андре, французский легкоатлет, призер летних Олимпийских игр, родился в 1889 году. Альфред Хичкок, английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. В 1902 году родился Феликс Ванкель, немецкий конструктор двигателей. Тамара Макарова, советская актриса, педагог, народная артистка СССР. Фидель Кастро родился в 1926 году. Кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы в период с 1959 по 2008 года. Именины в этот день отмечают Ян, Юрий, Степан, Сергей, Николай, Максим, Константин, Иосиф, Иван, Егор, Денис, Георгий, Вальдемар, Владимир, Вениамин, Василий, Арсений, Антон, Елизавета, Анна. Еще одна дата, которая, несомненно, войдет в историю человечества. Сегодня ровно год со дня официальной регистрации в России препарата «Спутник Ви». Первая официально зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. За год в гражданский оборот поступило более 40 миллионов доз «Спутника Ви». И, конечно же, эта дата запомнится всем ровно год, дорогие друзья. «Спутник Ви» у нас могут получить все жители нашей планеты. А сейчас напоминаю о том, что в конце нашего эфира обязательно у нас будет выход на крышу. И несмотря на то, что обстановка сегодня у нас такая не самая благоприятная для творчества, но выступление состоится. Вот прямо сейчас мы можем посмотреть, как идут подготовки. Обратите внимание, какая красота, все готово, поэтому оставайтесь с нами. В конце эфира мы обязательно поднимемся на нашу крышу. Ну а сейчас мы возвращаемся вновь в нашу студию. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург подвел итоги первого года использования вакцины «Спутник Ви». Ученые называют массовую вакцинацию главным достижением прошедшего года.
Эффективность спутника ВИ составляет порядка 92%. И фактически 100% защита от тяжелых случаев COVID-19. В дальнейшем эти фактические результаты подтвердились. Также отмечено, что вакцинация спутником ВИ у беременных проходит совершенно нормально и является единственным способом защитить новорожденного от новой коронавирусной инфекции. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку, и это единственная защита новорожденного, во всяком случае, до 6-7 месяцев, которые позволяют надеяться, и это так на самом деле есть, антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19. Кроме того, Гинзбург заявил, что вакцина производится на минимум 4 предприятиях в нашей стране, а контроль за его производством строжайший. Вся выпускаемая в гражданский оборот продукция спутника ВИ проходит тщательный контроль и совершенно однотипный контроль, что гарантирует ее высокое качество. При создании спутника ВИ сотрудники центра опирались на опыт, полученный в ходе изучения ближайшего родственника COVID-19 коронавируса МЕРС. Центр Гамалеи давно и успешно разрабатывал векторную технологию на основе аденовирусов. И уже непосредственно к пандемии мы пришли с пониманием того, какую вакцину нужно делать, потому что имели опыт создания вакцины против ближайшего родственника, против коронавируса МЕРС. Это тот, который у верблюдов циркулирует на Ближнем Востоке. Поэтому мы, работая с этой моделью, с моделью МЕРС, уже для себя адаптировали те решения, те научные наработки, которые мы использовали в этой вакцине. Исследователи также отмечают, что по опыту зарубежного использования вакцины, например, в Венгрии и Сан-Марино, спутник ВИ переносится лучше, чем Pfizer и Moderna. Если вы посмотрите, опять же таки, не заявление там Центра Гамалеи или Минздрава Российской Федерации, а посмотрите на отчеты аргентинской стороны, на отчеты из Венгрии, на отчеты из Сан-Марино, где в том числе даже эпид-эффективность опубликована, то вы увидите, что спутник действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna. В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины в борьбе с дельта-штаммом составляет порядка 83%. Это не поход в медицинскую организацию за какой-то справкой. Это визит к медицинскому работнику, который позволяет сохранить жизнь. Вот это ключевая вещь, которую нужно усвоить в сегодняшний день и пройти вакцинацию, причем своевременно пройти, а лучше пройти в летний период, когда условия для вакцинации самые благоприятные. Спутник ВИ был зарегистрирован 11 августа 2020 года, став первой в мире вакциной против новой коронавирусной инфекции. Применение вакцины одобрено в 69 странах. Производство препарата налажено более чем в 14 государствах. И еще один очень интересный факт, связанный со спутником ВИ. Представители Института социального обеспечения Сан-Марино рассказали, что иностранные туристы, прибывающие в страну ради вакцинации российским препаратом «Спутник ВИ», часто забирают ампулы с собой. Как вы думаете, для чего? Все просто, в качестве сувенира. Приехавшие за российской прививкой туристы, по словам представителей, хотят удостовериться, что получили именно эту вакцину, и просят с собой забрать вот те самые ампулы. И оставляют их у себя в качестве сувениров. Больше всего туристов приезжают из Европы. Чаще всего это граждане Германии. Также есть желающие вакцинироваться спутником из США, Канады, Южной Америки, ЮАР, Японии, Китай, Монголия и многих других стран. Вот такой интересный факт. Несомненно, именно научные открытия двигают вперед нашу жизнь. Совместно с историческим парком «Россия. Моя история» мы каждую пятницу рассказываем о становлении и развитии науки в Якутии. Как известно, этот год был объявлен годом именно науки и технологий. Сегодня речь идет об открытиях в геологии. Доброе утро! Сегодня мы поговорим о Сергее Владимировиче Обручеве, выдающемся геологе, который изучал у нас Якутию. Родился 3 февраля 1891 года в Иркутской губернии. Сам он был из семьи потомственных геологов. Его отец Владимир Афанасьевич Обручев занимался тоже геологией с молодости. И также старший брат Сергея, его звали тоже Владимир, также изучал у нас геологию, только в Казахстане.
Сергей Обручев начал заниматься геологией в 1917 году. Он у нас изучал реку Ангара. А в Якутию он попал в 1924 году, изучал реку Колыму, Индигирку, а также Яну. Открыл Тамторский угольный бассейн, один из самых больших в мире и самый большой на данный момент в России. Также он открыл золотоносные пески в районе хребта Черского, актуализировал понятие полюса холода. То есть до этого данное название почти никто не использовал. И он у нас выяснил, что в Ямиконском улусе, возможно, самое холодное место на северном полушарии нашей планеты. Также у нас в музее есть личные вещи Сергея Обручева. Как, например, такая рубашка. Такой вид фасона был популярен в 30-е годы. Многие политические деятели носили примерно такие же рубашки, как, например, Платон Аюнский, либо Степан Оржаков. И дальше у нас есть личные вещи, личная печать, машинка для стрижки волос, полностью механическая, а также, например, кассета для фотопленки. Вот так она у нас выглядела. Также зачастую многие ученые, особенно которые изучали у нас арктическую зону, использовали такие маски меховые маски из пыжика. То есть пыжик — это у нас молодой северный олень, из него делали такие маски. И по нашему предположению, зачастую также у нас глаза закрывались очками против снежной слепоты. И в такие мешочки, это у нас оригинал, закладывались образцы. Разного рода камни, и потом уже их исследовали более тщательно. Несмотря на то, что Сергей Обручев у нас работал всего лишь несколько лет, он оставил для нас большое научное наследие, ведь благодаря его экспедициям было найдено большое количество месторождений золота и угля в Верхоянии. Этими исследованиями в будущем будут пользоваться другие ученые-геологи, которые тоже будут изучать у нас Индигирку, реку Яну и также Колыму. Чуть-чуть позже, в 30-х годах, у нас на территории реки Колыма будет найдено большое количество золота, и в будущем его будут осваивать. А сейчас самое время передать слово нашему новостному обозревателю Надежде Саханской. Доброе утро, Якутия! Последние новости к этому часу. Пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности при условии, если их дети учатся на дневном отделении в высших или средних специальных учебных заведениях. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Ивановской области. Сегодня доплата за одного ребенка-студента составляет чуть более 2000 рублей в месяц. Для получения доплаты на детей до 18 лет необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда с заявлением. Кроме того, необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку с места жительства. Ученики Якутской городской национальной гимназии не остаются в стороне и решили также оказать поддержку пострадавшим от лесных пожаров. Дети в силу возраста делают свой посильный вклад и закупают канцелярские товары для школьников села Бяскёль. Таким образом, они помогают подготовиться погорельцам к новому учебному году. Школьные принадлежности отправят в Республиканский добровольческий штаб по тушению лесных пожаров и уже оттуда к новым владельцам. Вот недавно была новость такая очень плохая, позавчера, где в горном Улусе деревня Бяскёль, там загорело около 25-30 домов. Мне стало очень сильно их жаль, и сразу пришло на голову идея открыть им фонд помощи с класса, со школы по 200 рублей с каждого скинуться. И предложил это родителям. Родители поддержали, по 200 рублей все скинулись. И вот в общем вышло 6000 рублей за один день. И вот мы, дети, набирали канцтовары на учебу, потому что мы знаем, что надо брать, ведь мы учимся ведь. Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные мыши и много другого сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. 13 августа отмечается Международный день левшей. Этот необычный праздник призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, а также поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.
К этому часу это вся информация. Хорошего дня! Мы продолжаем утренний эфир, и сейчас хотелось бы прочитать сообщения, которые приходят к нам в прямом эфире. Телезрители у нас сегодня активные. Здравствуйте, у нас поздравления. Дорогую и любимую доченьку Леночку поздравляем с днем рождения, с 21-летием. Желаем здоровья, удачи, успехов во всем, исполнения мечты и большого счастья. Твои мама, папа, брат Тимур и бабушка. Мы также присоединяемся к этим поздравлениям. И еще одно сообщение. Всем хочу пожелать доброго утра. Несмотря ни на что, живите радуясь, любя и ценя то, что вас окружает. Будьте здоровы и Богом хранимы. Пенсионерка из города Якутск. Какое замечательное, позитивное сообщение. Мы благодарим вас за вот такую обратную связь. Ну а сейчас хотелось бы внести в ваше утро, дорогие телезрители, немножко французских оттенков, потому что наш шеф-повар Денис Мифтахов на этот раз приготовит французский омлет с начинкой из грибов. Внимание на экран. Доброе утро, меня зовут Денис Мифтахов, я шеф-повар Ринабо. Сегодня мы готовим с вами на завтрак французский омлет с начинкой из грибов, шампиньонов. Итак, для этого нам понадобится яйца, 3 яйца, сливочное масло. Грибы мы уже подготовили заранее, грибы с луком, просто обжаренные. И сливочный крем, вот этот из сыра. Просто сыр, с сливки чуть-чуть, с зелени. Вот. Так, все. Так, приступим. Яйца. Чем отличается омлет французский от нашего? В него не добавляется молоко, ни сливки, просто яйца. Так. И его не надо взбивать сильно, нам не нужна пышная масса, нам надо просто перемешать яйца как следует. Можно вилочкой просто, а венчиком не обязательно. Немного соли добавим, перца черного. Берем сливочного масла, прям так нормально, грамм 30 примерно. Нагреваем не сильно, чтобы масло не горело. Выливаем туда массу. И начинаем помешивать. Желательно готовить такой омлет на тефлоновой сковороде. Для чего мы мешаем? Чтобы у нас образовался объем. Омлет был пышный. То бишь он не готовится в духовке, он готовится только на сковороде. Так, чуть-чуть снимаем его. Сейчас мы прогреем грибы с нашим творожным сыром. Заранее обжаренные, повторюсь. Вот. Немножко их надо посолить. Шампиньоны, да, можно любые брать, какие есть. Можно там лесные, еще круче будет. Можно брать сыр козий, там будет очень вкусно. Ну, мягкий, я имею в виду. Масса не должна быть жидкая, так что влагу излишне выпариваем. Так, грибы готовы. Дальше опять ставим омлет. Теперь нагреваем, чтобы омлет отстал от сковороды. Это лайфхак, чтобы он съезжал немножко, когда ударяешь, от вибрации омлет съезжает, немножко подлипает снизу. Сейчас мы его... О! Немножко маслица можно прям добавить. То бишь мы будем его заворачивать, как пирожок, будет с начинкой. Берем тарелку и вот так вот
Приятного аппетита! Приятного аппетита, дорогие телезрители! А сейчас мы узнаем, какими же гастрономическими изысками удивили москвичей наши шеф-повара. Сюжет Айсены Бурнашовой. Сегодня мы открываем фестиваль. 10-й по счету юбилейный фестиваль «Русское поле» в этот раз прошел в онлайн-формате. Но желающих познакомиться с традициями российской культуры, ощутить самобытность регионов страны от этого меньше не стало. Песни, танцы, национальная кухня. Около 3 миллионов зрителей по всему миру стали свидетелями яркой концертной программы. Ой ты, полюшка, русское поле. Не просто фестиваль, но и конкурс. Творческие коллективы и туроператоры, производители и мастера-ремесленники со всей России боролись в 8 основных номинациях конкурса. «Азбука Севера» впервые приняла участие в поединке вкусов и стала лучшим гастрономическим брендом. Номинация «Лучший гастрономический бренд». «Азбука Севера». Мясная и рыбная продукция Строганина. Республика Саха, Якутия. Жюри зацепило строганина. У нас был ролик со строганиной, и жюри это зацепило, да. Мы попали сначала в 10. Каждый участник отправлял свои наработки, фото, видео, ролики различные, да, своей компании. Вот. И там нас отобрали на 2-е место. Данила вырос в Якутии, в Табаге. Некоторое время жил в Ленске. Не понаслышке знает о самых рыбных местах нашего региона. Особым лакомством считает оленёкского тугунка. Но на суд жюри гастрономического конкурса выставил королеву стола – строганину. Не просто вкусно, но и качественно. Жюри оценило. Проведение такого рода конкурсов, проведение таких соревнований, мероприятий – это продвижение именно аутентичного гастрономического кулинарного бренда. Не только регионов России, но и в целом всей России. Якутяне также приняли участие и в шеф-баттле. Презентовали кашу из полбы с олениной и вялеными ягодами. 2-м местом гастрономической гонки довольны, но в следующий раз хотят стать номером 1. Мы пропагандируем все, что касается нашей малой родины, и хотим, чтобы чем больше людей узнают о Якутии, да, тем будет интереснее. Вот у нас такая задача – рассказывать о Якутии, рассказывать о продуктах, которые там есть. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам о том, что до 15 августа идет общероссийский конкурс за звание «Город трудовой доблести». Звание города трудовой доблести в истории славного Алдана станет достойным подарком к столетию якутской промышленности. Всех жителей Якутии мы призываем поддержать инициативу о присвоении Алдану высокого звания и проголосовать на сайте трудовойалдан.ру. Все очень просто. Зайдите, зарегистрируйтесь и отдайте свой голос. Напоминаем вам сайт трудовойалдан.ру. На сегодняшний день проголосовало около 46,5 тысяч человек. Но нам необходимо набрать 200 тысяч голосов. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе поможем Алдану стать городом трудовой доблести. Тема труда, промышленности всегда была популярна в искусстве, особенно в военные и предвоенные годы. В нашей рубрике «Музейный гид» мы расскажем об истории картины на эту тему. В 20-30-е годы прошлого века в искусстве тема железной дороги была очень популярна. В произведениях искусства железная дорога – это был не просто транспорт, средство передвижения, это был символ. Символ построения счастливого будущего, символ молодого советского государства. В коллекции Национального художественного музея есть много картин индустриального жанра, и одна из них – картина Александра Моравова «Постройка железной дороги», которая была написана в 1930 году. Художник Александр Моравов известен не только как портретист, художник бытового жанра, но прежде всего как основоположник советского индустриального пейзажа.
Задолго до революционных событий основной темой своего творчества Александр Маравов выбрал тему труда. В первые годы советской власти возникла идея создания музея труда. И для того, чтобы в этом музее были представлены различные картины, многие советские художники обратились к теме тружеников сельского хозяйства, крестьян, рабочих. Художник Александр Маравов написал несколько работ, посвященных теме труда. Для того, чтобы написать эту картину, он летом отправляется непосредственно на стройки, чтобы передать все детали и технические особенности построения железной дороги. Художник выбирает интересный ракурс для картины. Обратите внимание, он изображает эту сцену как будто с небольшой высокой точки. Видимо, это был какой-то холм. И, конечно, главное в этой картине символ «Железная дорога» – это светлое будущее. Подводя итоги своего творческого пути, художник Александр Маравов говорил, что путь художника в искусстве сложен и в то же время прост. Ему нужно любить то, что он делает, и стараться принести пользу человечеству. Художник Александр Маравов любил свое дело, любил живопись и старался принести пользу человечеству. В этом секрет его мастерства. Уважаемые якутяне, дорогие друзья! В эти дни 11 городов нашей страны претендуют на звание «Город трудовой доблести». Инициативу жителей города Алдан, Алданского района Республики Саха-Якутия поддержал глава республики Николаев Айсен Сергеевич. В прошлом году мы не смогли набрать требуемого количества голосов. В этом году мы должны настроиться на победу и собрать более 200 тысяч голосов. Город Алдан по праву претендует на это звание. Для этого нужна наша поддержка, поддержка всех якутян. Золотым запасом город Алдан пополняет казну страны с 1924 года. Город Алдан в годы Великой Отечественной войны первым стал на защиту нашей Родины. В годы войны в армию было призвано 11 470 человек. Не вернулись с фронта 4530 человек. На место отцов и дедов в золотоносных приисках на смену встали женщины и дети. Они работали день и ночь, не смыкая глаз, не покладая рук, выполняли и перевыполняли план военного времени. Алданцы жили с одной мыслью: все для фронта, все для победы. Дорогие якутяне, наступил тот день, когда мы, якутяне, должны сплотиться и помочь алданцам пройти этап сбора голосов для присвоения городу Алдан звания «Город трудовой доблести». Каждый наш голос – дань уважения труженикам города Алдан. Каждый наш голос – это память славной истории нашей страны. Каждый наш голос – единение и сплочение якутян в поддержку алданцев. Алданцев – созидателей трудовой славы республики и страны.
На этом время нашего утреннего эфира подходит к концу. Дорогие телезрители, мы не прощаемся с вами. Мы напоминаем вам о том, что с понедельника по пятницу «Утро Якутии» работает для вас. Мы стараемся собрать всю самую полезную, нужную, позитивную информацию для вас, чтобы ваше утро было ярким, бодрым и насыщенным. И на этом я не прощаюсь с вами, потому что прямо сейчас мы переносимся с вами на крышу, где нас ждет талантливая, уникальная скрипачка Елена Березовская. И несмотря на то, что сегодня обстановка в нашем городе не самая праздничная, не самая солнечная, мы пригласили именно Елену Березовскую для того, чтобы, возможно, благодаря ее выступлению сегодня нам чуть-чуть, но стало посветлее и как-то красочнее и ярче. Переносимся на крыши. Мы с вами прощаемся. До новых встреч, дорогие телезрители.